Ну, вон флешка же, видишь. И просто здесь нажать. С флешки я прекратил там то, что с плейлиста идет и так далее. Они, по идее, он же должен был поставить эту аудицию. Кстати, Ладно. и что, и просто нажал. Ну вот, видишь, вот это выходящий, короче, вот он идет. Правую ты вставил, Да, да? 24 минуты, Да. короче. Ну, А где остановилась, вот тут нажал, да? да, стоп, Пауза, вычешь. и все. Ну, я тебя потом научу. Да, ну я вроде поняла, потому что он... Не, ну проще надо было заранее там, тут видишь, плейлист, надо его сделать как-то edit, короче. Туда додать в прошлый раз увидела, он же файл. добивался, но там какой-то сложный процесс. Да не так сложно на самом деле. Это же удаленно еще можно сделать. Я не знаю, почему он удаленно не сделал. Ладно, мы тут в прямом эфире. Мы где-то на полчаса, час здесь еще поболтаем с Серегой. Но... Так, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня среда, значит, 14 мая 2025 года. Ну, не экстренный выпуск, я просто раз в неделю стал выходить. Мне некоторые говорят, что-то обленился. Но, что, какие новости-то сейчас? Давайте, тему подкидывайте. Один зритель смотрит, в Бурятии плюс 8 часов, сколько там сейчас? 23 часа. Ну, это, Подожди, наверное... почему плюс 8? С чего ты взял? На сколько? С Москвой 1 час и там 6 часов. С Москвой 2 часа, ты что? Один. Это зимой 2 часа. Сейчас 1 час. Ну сейчас 1 час, ладно. И Сейчас, там подожди. 6. Всего 7 часов. Мои зрители, так, Амар-Манде. Ну, в общем, короче, это... Тут пока... Что там, какие новости-то? Ну, Путин отказался ехать в Стамбул. Ну, типа 15-го. Зеленский сегодня, видимо, короче, через... Зеленский завтра утром будет в Стамбуле, в Анкаре. Не, ну это понятно, но он сегодня... И будет ждать конкретно Путина. Если Путин приезжает, они с Эрдоганом летят в Стамбул. Если не приезжает, то Зеленский возвращается в Киев. Ни с кем, кроме Путина, он разговаривать не будет. Потому что, во-первых, он президент, и что там приедет, Лавров или еще какая-нибудь там шумонька, блядь. Еще о чем он будет с ними говорить? Они не имеют никаких полномочий. Не, ну мы же понимаем абсолютно. Понимаем, что Путин козел, да. То, что, во-первых, это не царское дело, короче, я написал там. Это в отношении Путина? Конечно, неудовольствие, знаешь, к... Так он сам это предложил, это же его предложение. Так, в том-то и дело, видишь, они же ультиматумами еще, как во Второй мировой войне. Знаешь, фильмы вот эти вот. Путин думал, что Зеленский Подожди, откажется. вот эти фильмы дебильные, это советские, есть, где там эти, значит, остолопы генералы там встают. Ну, да. И, значит, говорят, мы там требуем безоговорочную капитуляцию, типа, знаешь, и так, они, видно, понимают, то есть задача актеров была стоять, что вот они тупые, они все понимают, они, конечно, понимают, что они там сейчас, солдаты гибнут, все прочее, но вот позиция Верховного Главнокомандующего, это союзническая позиция была о том, что Германия должна капитулировать безоговорочно, короче, без условий. И здесь такая же тоже ситуация, когда вот эти значит, ветераны, так называемые, короче, они Ветераны, тоже, они да. вот в это тоже косплей у них такой затянувшийся, понимаешь, величие, короче. А в итоге, что получается? Да, американцы там тут же... Так и Трамп тоже сказал, если приедет Путин, то я приеду тоже. И тут раз Путин такой, Путин еще, видишь, он, получается, Трампа подставляет на каждом шагу, а тот глотает всю эту херню. Но мы после 9 мая, я там выложил, знаешь, фотографию, там, Ялтинская конференция, понял, там сидит Черчилль, сидит Рузвельт и Сталин. И я читал и исследования, и, значит, какую-то британскую передачу смотрел, где британцы четко говорят, что на этой конференции вот то, что предлагала британская делегация, не только Черчилль, оно вообще практически не вошло в конечный результат. То есть там уже американцы, они напрямую договаривались со Сталином, как они будут делить Восточную Европу. И там приходилось, значит, британской делегации там бороться, например, за такие страны, как типа Греция
Югославия, понял? Может да. быть, они немножко повлияли на то, что Австрия будет деоккупирована. Там же ситуация такая, что уже советские войска Австрию оккупировали, короче, вполне могли оттуда не выходить. Была бы там сейчас какая-нибудь социалистическая хрень, Ну, в виде короче. Вроде Венгрии. Да, но именно американцы и британцы договорились, что Австрия должна быть нейтральной, статус получить, и она там нейтральная, она, по-моему, в НАТО в какие-то еще группировки не входит, короче. И с тех пор Вена это была вообще все вот эти значит, военные годы, короче, это вообще слет там был этих резидентур всяких и так Ой, далее, там и да. разведки все там Ну, друг там и на сейчас дружке, все, я думаю, там друг на дружке и друг так на далее. дружке сидят, да. Прыгают. Русские шпионы. Да, и поэтому вот мы когда были в Праге в прошлом, не в прошлом 22-м году, там на съезде, там, значит, представитель вот этой Радио Свобода, он как раз экскурсию делал и говорил, практически там в центре, чуть ли не каждый дом, он принадлежал различного рода советским структурам, короче, и в которых прям сидели там чуть ли не десятки, сотни резидентов, этих Конечно. всяких разведок Да и сейчас различных так. советских и так далее. А для чего? Прага, она же Вена-то близкая, они туда-сюда катались, понял? Ну, да, чтобы там Прага, да. какие-то А Словакия делишки еще покручивать, ближе, да. там вот эту Словакия вообще через икру дорогу. там черную продавать, еще какую-нибудь шляпу, или там этим арабам, или Мгм. евреям продавать советское вооружение, там все прочее, или евреи там это советское вооружение продавали арабам. Ну, короче, все это через Вену решалось, короче. И, собственно, один из пунктов городов, которые советских евреев выкупал, это была Вена, короче. То есть они сначала переезжали в Вену, а потом Да, уже в Австрию. распределялись. В Австрию, Кто ехал Швейцарию, в да. этот, кто в США. Ну, не дураки США выбрали, а такие эти думали, что в Израиле там намазано, приехали Нет, в там, такой же по-моему, у них все социализм. условия было, что ты должен, если ты с Советского Союза выезжаешь, ты сначала едешь в Израиль, а с Израиля уже Не-не-не. на все 4 стороны. В Израиле там вот, Потому что они я слушал, сбежали из Советского Союза. видишь, Израиль, он же, там же практически все евреи со всего постсоветского пространства, не постсоветского, а социалистического лагеря, они же туда могли выезжать свободно. Это только Они Совок. выезжали свободно. Это только Совок запретил, когда Да. утечка мозгов началась. Он запретил, и за счет этого, собственно, Голда Меир, она торговалась с этими советскими странами, советским, точнее, режимом торговалась. У Сергея Григорянца это хорошо описано, и там говорят, пока интеллигенты Москвы и Питера ждали вызов в Израиль, короче, хитрый Андропов и КГБ протолкнуло этих всяких жуликов этих, Шаптай Калманович, там Ну да, всякие да. там вот эти диссиденты, короче, и, говорят, малообразованных, абсолютно потерявших реальность с еврейством, короче, бухарских евреев, короче, засунули. Ну, а Израиль, видишь, богатый был, он прямо четко, они как в свое время из нацистских концлагерей и сионистов своих выкупали молодых. То же самое, это правильно, я вот говорю бурятскому национальному движению, что мы должны своих выкупать из рабства. То есть прилагать все усилия для того, чтобы тупо договариваться, чтобы их там выкупать из вот этого рабства, из которого они там находятся. Сегодня, кстати, пришла информация, что Алексей Бадмаев, у меня в телеграм-каналах я репостнул о том, что дали парню 14 лет. В России? Да, он попался на фейковые объявления добровольческого РДК там или какого-то другого. это КГБшники. Да, значит, задонатил какую-то там сумму, короче. И где-то что-то, какие-то комментарии оставлял в социальной сети ВКонтакте. ВКонтакте это давным-давно, начиная с 7-8 года, это все там полностью передается, все данные, менты там просто, даже любой мент участковый может там какой-то запрос послать и так далее. Да. То есть вообще, я не знаю, почему люди до сих пор в этой социальной сети вообще пользуются, но давно это еще там, начиная с 12-13 года, когда там начали ловить и по 282 статье там прогонять людей, это известно, что там нельзя вообще никаких комментариев оставлять, если вы не находитесь в безопасности. Ну и вот и парень залетел, и дело в том, что это вторая уже судимость. Потому что я где-то 2 месяца назад его осудили там, по-моему, на 5,5 лет, и еще, получается, по другой еще 14 дали сверху. Еще 14? Или да. всего 14? Не. Там, по-моему, сейчас они же хитро сделали, что по ряду статей совокупности нет. Бля.
Ну, то есть ты вот, допустим, совершил там 275 статья, Мгм. короче, терроризм там и так далее, это все тебе приплюсуется, а не так, как по максимуму, короче. Там же раньше вот эти вот, почему всякие вот эти закоренелые преступники, они, ну, на себя грузились, короче, да, там, допустим, что это они там 10 убили, короче, да. да, таких же там жуликов, воров и убийц и так далее. Хотя, ну, понятно, что он один бы 10 не завалил. Но почему? Потому что, ну, он уходил на большой срок, а остальные подельники, ну, там какие-то тоже 40 получали. И если в Америке, там, допустим, всякие маньяки, убийцы и так далее, они за каждое преступление получают свой срок, да, и он суммируется, этот Да. срок, потому что, ну, логика такая, что, может быть, это и не он убил кого-то, но, тем не менее, он убил много, и, соответственно, по одному он может отскочить, короче, по двум отскочить, а уже по трем, по четырем, ну, это Ну, уже случай. понятно, что это закоренелый преступник, убийца и так далее. Поэтому логика и смысл юридически, когда там 10 пожизненных сроков дают, это абсолютно правильно. Вот в Бурятии то же самое в будущем будет. Поэтому мы будем копировать именно англосаксонскую, то есть из простого права, из бурятского права простого выйдет то право, которое будет напоминать англосаксонское прецедентное право, потому что это, ну, наиболее, я считаю, адекватное. Что когда вот там, например, вот этот Морозевка, это в России 14-летний, он сознательно готовился к убийству, убил 10-летнего кыргыза по мотивам национальной ненависти. И это СКР, даже вот этот русский СКР, фашистский, признал, что да, что все доказательства указывают на то, что он по мотивам национальной ненависти убил. И вся вот эта мразь русская, хорошая русская, она вся молчит. Зато там вот это распиарили этого Карамурзу, который там высказался по поводу бурят там и все прочее. Да. Во Франции решил, ну знаешь, перед этими. Он не думал, что там прямая трансляция куда-то идет и так далее. Он думал, что это какое-то закрытое это и решил, ну знаешь, как это у интеллигентишек этих бывает, короче. Ну, что он, типа, больше инсайдерской информации знает и, короче, решил огорошить этих французов. Причем самое это, что смешное, что вот эту, ему же задал вопрос о диспропорциональном призыве этих национальных меньшинств, типа бурят, якутов, сахатов и так далее. А это одна же их контора разэтовала, понял, раскрутила эту тему. Это та же Наташкина Арно, вот эти всякие Вьюшковы, там, фонд свободной Бурятии и так далее. Хотя там, ну, потом вот мои, в том числе знакомые поляки, они провели исследование, там выборка, ну, не сказать, что большая, но, по крайней мере, больше 30 была. Анонимное тестирование слепое было, плюс там различный такой перекрестный опрос был и так далее. И выяснилось, что большая часть из тех, кто погиб уже на тот момент, когда опрос был проведен, мотиваций политических или каких-то патриотических вообще не было. То есть это чисто исключительно финансовый интерес разный. Там погашение кредитов. Это в том числе там еще, ну они, правда, не исследовали этот момент, когда, ну вот люди, вот они чувствуют, что там к 40-45 годам потерялся смысл жизни, уже там может быть какие-то заболевания, которые не диагностированы, типа онкология, там еще чего-то, там какой-нибудь хронический алкоголизм, или он уже понимает, что все его там братишки там эти уже перемерли, да, что он сейчас тоже где-то когда-то тоже, Да, не дай бог, в от этой инфаркта очереди или стоит, еще, да. И он просто стартует туда для того, чтобы каким-то образом финансово там обеспечить родню. Ну и вот такие несчастные случаи случаются, когда там погиб отец, погиб сын, и бабка, узнав, что погиб и внук, и сын, короче, она, в общем, слегла, заболела и тоже умерла, короче. Ну и понятно, что там вопрос возникает, а как там делить, потому что на двоих там сколько, 13-15 миллионов на каждого, по идее, должно прийти, понимаешь? И там еще та зарплата, там же они как пропавшими без вести считаются, короче. А там, по-моему, какая-то даже пропавшему без вести зарплата все равно начисляется. Там должно быть... В течение года нет. Там как-то должно быть все равно это рассчитано. Но я знаю, что часто они достоверно знают, вот эти офицеры, Да, что человек погиб.
Но получают получают деньги. зарплату, а это все просто обналичивается. Ну, такой этот коллективный этот, короче. То есть какая вот эта русская война, она не обходится без того, чтобы русский офицер не нажил себе где-нибудь на домик. Да, ни одной такой войны не было. Я помню, вот читал какого-то следователя, когда они рассматривали, как проходили хищения, короче, во время русско-японской войны, да, и там оказывалось, что местные казаки, вот эти забайкальские буряты, там еще что-то, они вместе с русскими офицерами организовывали фиктивные нападения, даже выдумали такие, типа, хунхузы, короче, понял? Ну, ты знаешь, вот это по-китайски вор, да? И как будто бы вот эти хунхузы, непонятная там организованная китайская преступность, они совершали налеты, разграбляли вот эти склады, короче, понял? С военным имуществом, Ну там с да. амуницией в основном, там с продукцией и так далее. А это на самом деле чисто был такой распил между офицерем и местным населением, Казаками, короче, да. понимаешь, для того, чтобы получить денежки там и так далее. А шло-то огромное количество. Я тогда почитал ВВП, какое было у Российской империи. Ну, действительно, Российская империя там несколько раз была богаче, чем Япония, да? А как она получила это по заткам-то, короче, понимаешь? Японцы И её, это, да, и это же их заставило усиленно достраивать вот эту Трансип, короче, еще влезать в большие там кредиты, короче, во Франции, которые, ну вот, они же не признали потом, советская власть сказала, мы не признаем вот эти кредиты, на которые был Трансип Да. построен, да? И только при Путине это, кстати, раскидались за эти, почему еще Путина это привечали, и мне тогда тоже было непонятно, а что это долги там 100-200-летней давности Путин выплачивает. А потому что это была такая взятка. Ну, что мы тоже современные, типа европейцы, короче, понял, отмените нам санкции, отмените там закон Джексона Веника, там, короче, и все прочее. Ну, а сейчас вот видите, Трамп что сделал, грамотное у него сейчас турне. Ну, все-таки я говорю, всем начальникам начальник, короче. Я вот не хочу эту использовать не риторику, а вот эти словарный запас, который вот эти всякие там любители Путина используют. И я говорю, какой по сравнению с Трампом Путин начальник? Так, лапотная хуйлуша, понимаешь? И вот он приехал, он прилетает, ему Катар подогнал самолет. Я специально пробил, 13 Его лет назад подарили. построил. И подогнали они его, ну там хитро там оформлено, короче, как будто бы безвозмездная аренда, там что-то, ну есть какие-то механизмы Нет, для там того, сейчас чтобы... говорят, что конкретный Библиотеки, подарок. это И он даже- библиотеки, И он понял, даже хочет библиотеки оставить его трамповской, себе. Трамп хочет президентской, себе подожди, его это оставить. четко в американских СМИ во всех прошло, что это на имущество, на баланс библиотеки трамповской. То есть каждый президент США, он учреждает библиотеку своего имени. Вот они сделали определенные условия, и он правильно там, ну, ему, короче, как вы можете, это же коррупция, типа Да, туда-сюда. это чистой воды. Да видишь, Американцев таким не удивить, поверь. конечно. И сейчас он едет, и все эти саудовские принцы, там все эти ваххабиты, так называемые, они там и музыку разучили, и там Да на что? скрипочках играют, хотя там считается по ваххабитским традициям, что это вообще ну, харам, тагут там и вообще все прочее, да? И триллион с этих нефтяных бабок, они обязуются, и это не просто так, по ушам там, понимаешь, потому что они понимают, что от Америки, то есть он приехал в те страны, где понимает, что начальник приехал. А я вот представляю, я помню эту фотографию, когда на борту Миссури, если я не ошибаюсь, короче, во время в 45-м году, там какой-то был вот как раз после Ялтинской конференции, Рузвельт добирался через Суэцкий канал, видимо, проходил и так далее. И где-то вот в каком-то местечке он встречался как раз вот с основателем саудовского государства, и там вот эти арабы стояли, тоже наследные принцы, и я такой, ну, понимаю, да, ты представляешь, такой огонь. Первый раз в жизни они увидели вот этот Большой корабль корабль. огромный, понимаешь, а американцы, они тогда уже рослые были, высокие, огромные американские мужики, короче, да, и там, естественно, ну, они же приехали не с пустыми руками, там, подарки там и так далее, Да. американская, ты же понимаешь, это не британская.
И когда их принимают на высоком уровне, там им шатры разбили, все Ну прочее, да. понимаешь, то есть, и они разговаривают на равных, и это вот, кстати, английская традиция такая, что англичане, там вот у Галлея, у философа очень хорошо было описано о том, что, значит, новый губернатор там где-то в Африку приезжает, британский, и, значит, местные вот эти вот колонисты-интеллигентишки, они там, значит, собираются, ну, письмо какое-то подписали и просят о встрече, об аудиенции. А тут им отказывают, потому что у него он должен наперед встретиться с представителями местных вождей, короче. Понял? И он отказывает на том основании, что они не являются субъектными. То есть вы, ну, кто вы? Ну, А вожди местные, которые, ну, там, туземцы в повязках, там, с копьем, там, и так далее, да? То есть они для него, для вот этого британского губернатора, они гораздо более субъектны, потому что они являются носителями власти местной, а не вот эти всякие интеллигентишки ну или да. хорошие русские, можно также экстраполировать, понимаешь? То есть для тех же американцев, для тех же британцев, да, вот эти вот коррумпированные чиновники, которые в наших республиках сидят, они гораздо более представительные, нежели чем вот всякие там представители, там, значит, всяких демократических движений и так далее, которые никак не могут до сих пор создать никаких правозащитных организаций для того, чтобы даже в США, например, защищать интересы тех бурят, которые там в детеншенах сидят и оттуда их вызволять. А я давно говорил, я уже говорю на протяжении длительного времени, что в этом направлении нужно двигаться. И в том числе бурятским националистам нам надо создавать свои правозащитные фонды, маскироваться, значит, как это, мимикрировать, так скажем, под правозащитников и так далее. Потому что, ну, вот это понимается западным истеблишментом, западными депутатами там, и так далее. И поэтому, когда совет такой от депутата в австрийском парламенте вышел в сторону представителей национально-освободительных движений, ну, не все поняли. А с другой стороны, я думаю, что американцы слишком много денег давали вот на этих хороших русских, в надежде на то, что они что-то сделают, да? Ну А да. они эти деньги просто пильнули, прогуляли и пропили, короче. Вот сейчас, говорят, форум этой, как Юльки Навальной прошел где-то в Вильнюсе там и так далее. 60 экспертов приехало, и, мать честная, там даже Александра Гармажапова была, Ну туда да. приперлась, короче. Ну, это дежурная инородка, дежурная профессиональная бурятка, короче, да, то есть, которая там значит, одной рукой она там орет о деколонизации, что вот они деколониальные активисты, короче, а другой рукой, значит, они там говорят, мы за федерацию, да мы за русских, да и вообще буряты не развитые, не цивилизованные, там уничтожали, колонизировали, имперски относятся там к 5-6 тысячам ивенков там и так далее. Ну, то есть, знаешь, ну, смешно, короче, то есть, когда люди вот типа там вот есть такая у нас глупая, ну она красивая баба, знаешь, ну так, на любителя, конечно, но все равно правильные черты лица там и так далее. Виктория молодая, вот, короче. Она с какой-то дуры перепугу решила там в Петербурге, знаешь, в середине 2000-х годов участвовать в конкурсе красоты. Ну, уже ВКонтакте было, все прочее, и ее, естественно, забыли, потому что тогда это Петербург, это же нацистская вообще городишко, самый нацистский городишко в России. И, естественно, все вот эти ингерманландцы, просвещенные, так скажем, на нее там начали прям в открытую писать. Естественно, она столкнулась... Вместе со скинхедами. Да, она столкнулась с волной хейта там и все прочее, короче. А она, ну, у нее там муж учился в консерватории, тоже там по, видимо, по национальной квоте какой-то там. Ну, в общем, и она решила, они там что-то в итоге там зрительских симпатий и так далее, интернет ее поддержал там и так далее. Но она на волне успехов свалила в США, и они там, видимо, нелегально какое-то время жили, ну и говорят, что они выиграли потом там, участвовали в этой лотерее грин-карт и выиграли ее. И поэтому, о, так, сейчас тут... Так. Говори. И, не, я просто тут запустил, там у коллеги закончилась аудиция. Ну и вот, и в общем,
ситуация в чем? В том, что вот она переехала, но она вообще бурятах вообще ни хрена не знает. Понял? Ну, в США уже гражданка США и так далее. И вот эти некоторые там интервью, которые, ну, просто вот ее спрашивают что-то по бурятам, она стоит с такими глазами. А я говорю, ну, у нас есть такой прослойка этих люмпинов, комбедовцев, которые, может быть, даже и не буряты вовсе-то, короче, понимаешь? Ну, просто азиаты. Ну, их в свое время буряты записали, там, бурятскому языку учили. Был такой период 20-е годы, когда активно бурята там, ну, бурятизировали, короче. Но, тем не менее, там тут куча историй по поводу того, как там буряты, значит, над всеми прочими азиатами издевались. Это было действительно. Но буряты же не только азиат каких-то поглотили. Ну да. В свое время русня, ну вот эти при царях там переселяло огромное количество всяких марийцев, всяких там вот этих покоренных финно-угров. Даже с черкасов перевозило, с Украины, короче, перевозили каких-то холопов. Бурятию. Ну, в этническую Бурятию, Да. короче. И все эти куда-то группы практически исчезли. Я более чем уверен, что Они вот вымерли эти все. всякие, не, Ивановы, Петровы, эти всякие Сидоровы, у которых буряты, ну, как буряты выглядят и так далее, это как раз вот потомки этих русских, Ну, я понял. фактически, там, славянских, так скажем, групп, которые обурятились в течение времени и приняли бурятскую, значит, жизнь, язык там и все прочее. То есть этот элемент тоже был. И у якутов, например, там большое количество тоже таких объякутившихся поляков есть там и так далее, русских. Там же даже до сих пор остались какие-то этнолингвистические группы русских, которые вообще, в принципе, уже не говорили на момент там 70-х, 80-х годов, не говорили по-русски. У них язык бытового общения был якутский. И они, когда в школу пришли, их обучали, короче, точно так же, как якутов русскому языку. Сейчас они, конечно, говорят, но, тем не менее, они помнят про тот период, когда они там 200-300 лет работая ямщиками, они говорили только на якутском языке. Так, да, якутский был, русский был, как бы, но у них уже был на уровне пиджинга такого, знаешь, как. Может, для того, чтобы с русскими общаться, а между собой они говорили на якутском языке. Поэтому вот эти все мифы о том, что русские хреново языки учат, якутские, там, это, гортань не так построена и так далее, это все фейк. Это уже советские вот эти налет, знаешь, когда вот этот советский такой нацизм выпестовывался, короче, да, когда тоже вот эта внутренняя колонизация была, и там даже Якутия, вот она для нас такой пример, для многих бурят, которые тоже ехали за длинным рублем в Якутию, короче, они сталкивались как бы между жирными молотом и наковальней. Сверху была вот эта вся банда из Белоруссии, Украины, из Москвы, с этих центральных регионов, а снизу якуты были. И якуты не понимали, как это вы, буряты, короче, едете, у нас работу отнимаете, короче, и вроде как прислуживаете вот этим колонизаторам советским, короче. А те давили, потому что, ну, видно же, что ты это не русский, короче. Вот и было такое там разделение, якуты там же бунт подняли из-за убийства там, значит, это исключительно был сначала экономический, но власть пугнулась и в итоге выровняли. То есть раньше северную надбавку получали не местные, все, которые приехали. А ты типа местный, ну и работаешь за 60 рублей. Это точно так же, как мой знакомый говорит, есть такая новая Уренгой такой есть, денег добывает. А там зарплата для местных на тот момент, когда мы с ним разговаривали, 14-15 тысяч рублей. Понимаешь? И он говорит, что да, люди живут там, вот местные, нравится им там жить и работают за такую зарплату. Понимаешь? А они вахтовики, ну понятно, у них там уже больше сотки на тот момент было. И не хотят с этого снова Уренгоя уезжать. И там он рассказывал, что заходишь в этот, значит, в ванну, а там ванна, она такая черная, понял? Водой залита, а вода черная. Из-за нефти. Не, ну там болото, там не пойми, что, короче, вот, то есть такая вода залетает, короче, не обязательно нефть, а вот, ну она сама по себе такая, да, загрязненная да. Такая, понимаешь, короче. То есть, и естественно, что с непривычки это, а там люди живут, если вот в таких условиях, они даже и не знают, что в других регионах может получше как-нибудь. И в этом отношении, конечно, вот таких людей полно, в том числе во всяких вот этих левацких, так скажем, движениях, которые... Ну, мы же все люди, человеки, типа там и так далее. И вот националистов, почему боится Путин? Потому что националисты выступают за перераспределение капитала, которое наворовано.
Понимаешь, мы говорим, что это наше, и мы должны им владеть. А никакой не Вася, не Петя, короче, никакие кипрские офшоры там и Ну так да. далее. Это мы должны этим владеть. И все ресурсы, которые оттуда идут, должны идти на воспроизводство бурят. И я поэтому, когда, ну, вот эти несчастные малые народы там под напором хороших русских, значит, вынуждены были подписать там декларацию какую-то. Ну, понятно, что это ни к чему не обязывающее, но тем не менее они боятся того, что и при хороших русских, ну, гипотетически, если хорошие русские власть возьмут, ну, это гипотетически. Ну да. Но может такая ситуация случиться, потому что я же говорю, что все национальные движения освободительные, они должны выступать против русского мира. Это основной лейтмотив. То есть, если они против русского мира не выступают за всякие, там, знаешь, политические нации, там все прочее, это экология, там, понял, это все ГБшное. Это все ГБшная риторика там и так далее. Если не выступаете за разрушение русского мира, все, уже к вам вопросы начинают возникать. Почему? Потому что вот эта вся хорошая масса русских, деколонизаторов, инфо-цыган, которые там прицепились, понял? У нас же там у бурят что случилось, короче. Выявили, значит, бурятошки с одной стороны, а с другой стороны эти калмыки. И начали такую тему двигать. Ну, я думал, поначалу это заблуждаются, ну, не вполне в вопросе, понимают, что такое карта поляка. Они решили запустить карту монгола, такой проект. Но я не будь это, я написал здесь местное посольство, написал в Великий Хурал Монголии, говорю, ну проясните, пожалуйста, мне как журналисту, что это за проекты там и так далее, каково участие монгольских политических организаций, поддерживает ли МИД, значит, контакты с польскими правительствами, с польскими, значит, организациями полонийными, которые занимаются картой поляка там и так далее. Пожалуйста, предоставьте ответы, короче. А, естественно, монголы и знать не знают о том, что какие-то жулики там в Монголии живут, короче, и с какими-то своими монгольскими жуликами. Да, понимаешь? А что оказалось? Оказалось-то потом, что это 2 бригады мошенников. Ну, мне так доносят, по слухам. 2 бригады мошенников просто, короче. Ну, то есть они там на коронавирусе, на этих, на всяких там устали уже деньги. И сейчас новую тему разогревают, понял? Ну, как действует, это же банда целая, понимаешь? И кто быстрее вцепится в дурачков, короче. И там, говорят, нашлось до хрена дураков, и они чосы делали, ездили. Там вот в каждом месте тоже жулики же тоже есть. Мелкие такие, местные, деревенские там и так далее. И все, они же тоже уловили, учуяли, что там пощипать можно с дурачков-то там. С кого 200 рублей, с кого 500, короче, понимаешь? Там даже они не ради денег, а ради того, чтобы ущипнуть, короче. Сдернуть бабки. Ну, такие мошенники, понимаешь, эти прирожденные, природные, короче. И вот они чёс там устроили, короче, обчесали этих дурачков, короче, а денег-то нет, у кого бабки, детки. Понял? Что типа на работу, что они-то там это взятки дают там в Монголии, еще какую-нибудь ерунду, короче. Понимаешь, а мои письма ушли туда, и монголы заинтересовались, от какого-то перепугу, да, от кого это они работают, короче, вопрос. Карту монголы Не, видимо, спросили от русских работают. А почему мы не в доле? Понял? Тоже вопрос. И чик! Как только я письма написал, как только, ну, по датам доставки, они, скорее всего, ушли, все и прекратилось, короче, понял? Ну, некоторые мне докладывают, мои, значит, информаторы о том, что там просто по финансовым вопросам они, короче, не удовлетворились, не сошлись, короче, понял? Ну, 2 конторки поссорились. По другим это, возможно, ну, что вопросы возникли со стороны монгольских товарищей. А что это вы не делитесь, понимаешь? Работаете в Монголии, там это, короче, денежки собираете, а не делитесь ничего, короче. Потому что, ну, идея-то сама, она с точки зрения тех же поляков-то, она нормальная. И тут хитрость-то еще в чем? В том, что, видишь, есть же такие квоты в Европе, короче, на прием мигрантов. Вот эти кризисы случаются, и Германия, она в основном впитывает, да?
такие, ну, страны Северной Европы, где там, ну, налицо просто вырождение, там, ну, ты же знаешь по генетике, там, они же свежие друг дружку родственники, там, уже вырожденцы, там, 60-е, 70-е годы, когда вот эти перестали дети умирать, там уже, ну, и генетика подошла и так далее, там уже, ну, начали они фиксировать количество даунов, количество, значит, просто умственно отсталых, там различного рода синдромы, которые связаны как раз с накоплением, ну, вот это уж это инбриндинг там и так далее. И вот они тогда начали принимать людей с Южной Европы, например, хорватов и так далее. Сейчас представители других наций принимают, для того, чтобы просто не выродиться, да. Германия, понятно по какой причине, что представьте площадь республики Бурятия, Бурятия больше, чем Германия на 20 тысяч квадратных километров. А население в Германии 80 миллионов, оно стареет, короче. Там просто старикам пеленки некому менять, короче, и поэтому они диверсифицируют рынок, потому что не могут себе позволить зависеть, например, только от турков, только от поляков, только от румынов и так далее. Поэтому они приглашают и арабов, и украинцы сейчас там, и все прочие, короче, да, активно туда заезжают. Ну, это понятно. То же самое по такому же принципу США в свое время шло, когда вот, собственно, почему они и выиграли это вот в эту, упразднили рабовладение, потому что рабовладение на тот момент, оно оказалось более затратным с точки зрения Да, чем они были бы свободны. воспроизводства вообще ресурсов, потому что раб не потребляет. А свободный человек, ну, которого можно эксплуатировать 2-3 раза мощнее, короче, он является потребителем этих промышленных товаров. То есть рабство напрямую противоречило развитию капитализма. Там, поэтому оно было уничтожено, в том числе руками мигрантов, которые туда попадали, отправлялись прям с портов на этот, как его, на линию фронта, так скажем. Поэтому ничего абсолютно удивительного в этом нет. Другое дело, что вот что еще там? Ну вот это, что думаешь, Навальный это для чего форум провела? Точно так же, как вот эти орки на Оркас. Я думаю, да. Просто бабки пильнули, короче. Да, а что ты думаешь вот по поводу этой красивой женщины, которая белорусская, которая сейчас информация пошла, что она все-таки деньги уперла? 100 тысяч евро или там 150 тысяч зеленых было, короче. Ну, помнишь, мы обсуждали, такая блондинка красивая, такая, с большими глазами, такого литовского стиля, белорусская. Что-то она там председательница фонда, и там непонятно, как-то она там пропала и все прочее. Там уже строят, что она стала жертвой, значит, медовой ловушки, там какой-то якобы разведчик ее там влюбил, там провокация спецслужб и так далее. Хотя мне некоторые белорусы, они прямо говорят, что это была, короче, это просто сексотина. Засланная, короче, засланная с той целью для того, чтобы там какой-то компромат, видимо, сделать с предводителем всех здесь белорусских оппозиционеров с Латушкой. По-видимому, Латушка мог купиться, а мог и не купиться на какие-то определенные прелести красивой женщины, я предполагаю. И вполне возможно, что, ну, действительно, кто подумает, что женщина там какой-то, она хорошая должности там в Беларуси, в общем, она говорят, что не бедная сама по себе была. А тут вроде, ну, мотива, там, значит, с лимони там 100-150 тысяч евро это не было, короче, да. Ну, а с другой стороны, ну, ты же вот как бизнесмен и так далее, ты же можешь сказать, что это же не так много. Да, это, ну, в политических этих вещах-то. Да. Сегодня раз и нету, короче. Один форум может провести. Ну, не один, но 3. Ну, 3 таких, знаешь, если с рекламой 3 трехдневных. То один форум. Ну да, ну это примерно, да, цена. Реклама вот будет стоить половину форума. Да, так что это не такие большие деньги, да, на самом деле. Так, смотрим. Вот Басилий Бэр Бухандешка. Было круто. Ну, мы, видите, за деньги донатьте. Донатьте мне, короче, $1000 наберем. Тогда может быть это как его. $1000 мне только. Кто задонатит, короче, может быть, проведем стрим там со всеми дураками из США. Мармандена Ходорковского Путин передаст через третьих лиц, он встречаться с тем, что... Так, типа, короче, знаешь, пишут, говорит, не канает Путину встречаться с комиком, который играл, значит, чем-то на пианино, короче. Можно я по поводу этого скажу? Давай. Этот комик больше 3 лет уже Путину волосенки выщипывает. И Путин ничего сделать не может.
Ну, ясно. комик. Ну, видите, разные мнения, но я говорю к тому, Да, что... причем есть мнение. Не, ну Здесь ситуация, война подожди, идет, и тут Путин- логика Путина, она абсолютно понятная. Да. Мы император, короче, Да. нам вот с нелегитимными, значит, Ага. президентами не канает А он общаться, это их легитимный. логика. Да, Путин А он-то легитимный. еще более нелегитимный, Конечно. потому что он, во-первых, нарушил Конституцию, Да. короче, переизбирался Он там с 8-го какие-то... года уже нелегитимный. Да. И тут получается такая ситуация, что я знал, что Трамп, он просто Путина ловит за язык, Ты думаешь? за слова. И вот эта вся риторика трамповская, которая была, она именно должна была показать, кто в лесу хозяин. Потому что Байден, ну знаешь, как интеллигентишка такой, Да, знаешь. И И у вот, Байдена не вот эти было вот своего- всякие, кто под Путиным ходят, они так, ну это же интеллигентишки, которым нужно Ну да. пнуть там по-всякому там и так далее, обозвать, а тут, ну, судиться с тобой будет, понял, кулаками махать не будет и так далее. А пришел Трамп, он мало того, что на себя вообще всю мировое информационное руки пространство свои взял, да. подтянул, понимаешь? Он все потянул. Взял вот так Китай, короче, этими Да всех тарифами, взял. все соседние государства. Тарифы отменили, кстати. Понимаешь? Не, вот в том-то и дело, это же вот самая главная новость Да. о том, что... И как это? Трамп сказал, короче, И он- с этим разговариваешь, короче, и вот, и все пошло, понимаешь? Да. И сейчас Путин, вот это я написал как раз, я возвращусь к тому, что я говорил, что когда вот это фото, где, значит, Черчилль, Рузвельт и Сталин, короче, и он уже понимает, и вся британская истеблишмент, они уже поняли, что все нужно с нашей Британской империей заканчивать, короче. И они почему такой бархатный развод сделали, и содружество организовали, понимаешь, и сделали так, чтобы, ну, то есть оставить свое влияние, за исключением, конечно, там Индии там, и так далее, где власть националисты взяли, такие как там, и в Пакистане то же самое, ну, в других тоже государствах, так? А везде так или иначе британское влияние осталось, и Да. собственности много, вот в той же, например, Канаде, короче, многие просто не знают, что там чуть ли Французская не и британская, 60% вообще всей собственности в Канаде, это короне принадлежит конкретно Карлу Третьему сейчас. Понимаешь, многие не представляют. И почему, собственно говоря, Трамп-то там пошел так, короче, потому что там есть недовольные тем, что, извините, мы там платим в корону, в эту Англию до сих пор дофига бабок переводим. И наша экономика очень сильно, ну, то есть она фактически еще с конца Второй мировой войны американцы так построили, что Канада и Мексика, они фактически, ну, условно говоря, паразитируют на растущей американской экономике. Это было понятно абсолютно. А сейчас они договорились, короче, потому что, ну, китайцы, американцы знают психологию китайцев, короче, и китайцы понимают, что без Америки им поддерживать свой рост экономический очень сложно будет. Да, это рынок. И многие не понимают, что насколько американцы просто богатые. Я вот говорю, ну, там вот этих реднеков показывают, там, значит, некоторые эти шоу показывают, что, а у каждого реднечка-то, извини меня, там земли. Да. И На у каждого парочку миллиончиков. И у каждого индейца. Понимаешь? Вот они-то с виду бедные, короче. Да, Понимаешь? ну. Ну просто вот они живут так, короче, там. Не бедные. Питаются хреново, но накопление нет. капитала, там, посмотри, там накопление капитала-то как идет? Там они копили капитал, начиная со своей революции с 1776 года, понимаешь? Еще до этого 100 лет накапливали. И это не прекращалось, никаких экспроприаций, еще ничего не было, Ни разу. перенапряжение Ни сил там и разу. так далее. Не было ничего. И вот эти людишки, буритошки в том числе, которые сидят там и так далее, ну и даже которые в Америку приезжают, они не понимают, насколько эти американские кланы, семьи, они там богатые просто. Сколько там имущества, там, сколько финансов, оно вообще в других инструментах там запрятано, понимаешь? И то, что Трамп там сделал, там, ой, сейчас там эти, вот он будет там не $1000 платить за iPhone, а 1600, да ему разницы ему нет, разницы американцу, он в кредит все покупает. В случае чего обанкротится, ну будет банкротом. А Америка от того, что там половина домохозяйства банкротится, вообще ничего не потеряет. Это потому что накопление капитала, там проблема с производством нет. С голодом там тоже нет. Там все голодают только по собственной воле, инициативе, понимаешь? Да.
Бизнес там начинать, Ух, классно. вообще никаких проблем нет. Никаких. Все, кто так или иначе способны к бизнесу, все буряты в Америку должны ехать. То же самое алтайцев касается. Кстати, посмотрел я эту информацию, конечно, там раздули про Алтай. Оказывается, основные там изменения в Алтайскую конституцию, они были в 2011 году и в 2018 году. В 2023 году предполагалось по предложению главы этой республики Алтай, который назначен Путиным, внести какие-то изменения, но оно не прошло местный совет. То есть Парламент. местные элиты, они поняли, что, короче, если мы сейчас это возьмем, короче, нас могут ликвидировать. И то, что было принято, но я даже так не понял, какие-то чисто технические, там, то есть, знаешь, типа, президент, там, глава республики является там гарантом, там, чего-то, то-то, там, Ага. конституции, там, или каких-то свобод и прав и так далее. И вот эту формулировку просто изменили, что обеспечивает, короче. То есть, понятно, что это удар по суверенитету и так далее, но фактически его и так нет. Вот у нас же Бурятия, это же тоже суверенная Да, они республика все, в была, России понимаешь? все Все суверенные. И национальные, даже области и все прочее, они тоже в свое время о суверенитете говорили, за исключением, по-моему, Калмыкии и еще парочки регионов, да? И тут ситуация такая, что Путин, он прекрасно понимает, и тот метод, который мною предложен, что в первую очередь должны, и вот в том числе правозащитная организация, которая должна создаваться, они должны вытягивать не вот дурачков каких-то, я вот дурак мне один там с Монголии писал, всю печень проел, короче. Причем я ему говорю, пиши, говорю, кейс там, что-то это. Он говорит, да вы не знаете, я же вообще-то давно оппозиционер. Я говорю, ну ладно, я тебе верю, говорю. Сделай так, чтобы поверили другие, напиши. Он даже, представляешь, там о себе-то не мог ничего не написать. А дурак отнимает время. А представляешь, сколько таких? Я ему в итоге сказал, что я говорю, ты дурак, короче, ты у меня отнимаешь время. Единственная возможность у тебя ехать в Корею, короче. Там просто деньги зарабатывать. Заработаешь деньги, короче, в Корее, можешь оттуда стартануть в Америку. в Северной Корее или в Южной? Южный, конечно, Ага. ну что ты. Ну, я не знаю, куда этот дурак подевался, он мне потом бухой там звонил из Кореи, все-таки ему удалось туда в Корею попасть и так далее. Но надо работать с людьми, которые понимают, которые вот тоже в эту путинскую структуру выстроились, коррупционеры эти наши, бурятские там и так далее. То есть их нужно туда перетягивать. Правда, я сейчас... и почему, собственно говоря, я считаю, что вот эта вся демократическая Бурятия, всякие дельпонтики, квадратномордые и так далее, ну вот это всякие там вот эти, наряду с этими, с хорошими бурятскими и инфо-цыганами, это все засылка. Ну, засылка, разные группы просто засылают, короче, потому что они ни одни не сделали правозащитных организаций, которые бы работали вот с этими персонажами, с коррупционерами и так далее. Почему? Ну, ЛГБТ, пидоры, там Это вот эти все. всякие лесбиянки, они там, да, работают. Да как кто с ними не работает, с ними огромное количество организаций работает. А почему не работают с коррупционерами, как ФБКшники? В этом логика-то есть, понимаешь? В том, что они-то что-то из себя представляют, эти людишки, короче. Ну, банк создали, Ну понимаешь? да, ух. Швырнули там еще этот общак швырнули. Ну, они так говорят, что они прокурорский общак швырнули, короче. Ну, вот этот железняк и так далее. То есть они говорят, швырнули общак этого. Были эти прокуроришки из этого, из Иркутской области, я забыл. А, Семейка такая. Да-да-да. Там еще жирный такой, блядь, Да-да-да. необъятный сынок у него, короче. А я еще давно слышал, мне Чайка. кто-то в Бурятии говорили, что типа, короче, чуть ли не чайки создали вот это ФБК в свое время. А я давно эту информацию как-то вот так мне что-то. Я говорю, а почему? Ну, вроде как они его создали для того, чтобы атаковать тех, кого нельзя было напрямую через прокуратуру, короче, по коррупции, по этой всякой, понял? Мгм. Ну и потом, видимо, вот это чаек отстранили, они сейчас непонятно где находятся, Да, они короче. нормально себя чувствуют. Но я думаю, что да, но им дали по ушам, короче, а по-видимому, вот эта информация это была верная, короче. То есть там это внутренние какие-то басни боролись там за определенное влияние там и так далее. Чайки там полсибири схавали. Так они много чего уничтожили. Так они сколько Ну, приобрели. речное, например, они же сидели на вот этом, на нелегальной золотодобыче, вот это все было, этнической Бурятии. Потом они уничтожили Ленское Да, пароходство, пароходство. которое доставляло, короче.
И полностью вот эти все грузовые транспортные эти, как Да. его, на себе замкнули, короче. Ну не только это. Ну, много Они чего. на себе, да, соль замкнули, весь мусор в Соль, да, России. да. Ты что, Ну. такие деньги. А сами сидят в Греции там, они же себе там недвижимость, гостиницы Ну построили. вот почему-то по этим персонажам ФБК не работает. Странно, да? Какую-то Андрееву там что-то вытащили Ой, там и так не далее. А я говори. такой сегодня написал в Твиттере, я говорю, а почему бы вот этим хорошим русским не разоблачиться, просто не составить свой собственный список, кто сколько гражданства имеет, кто сколько Ну да. имущества в России имеет, потому что вот сейчас там И за рубежом. да, это из «Эхо Москвы» Фельгенгауэр, там вроде какие-то суды и так далее. А я говорю, ну, допустим, у Невзорова какие-то капиталы отняли. У Невзорова, по-моему, ничего не отняли. Не, у него там коммерческая какая-то недвижимость, закон же хитро они приняли, что мы отнимем не единственное твое жилье, короче, а отнимем то имущество, которое в коммерческих целях используется, да, там, а там под это подвести-то можно вообще все, что угодно, короче. Да. А с другой стороны, ну, представляешь, вот Невзоров сидит на огромном количестве имущества, да, в России, его там нет. Есть вероятность того, что просто те, кто управляет, это все дело растащат, короче. А тут хопля, арест, короче, понимаешь? И за счет государства все это дело содержится, понимаешь? А агент Невзоров и содержит все свое имущество за счет государства, потому что оно как бы арестовано, понимаешь? Да. И одновременно у него образ того человека, который пострадал, значит, от путинского режима и так далее. Ну, его сейчас не очень активно используют, я так понимаю, но я помню, в свое время-то он так достаточно активно так изображал эту, как его, оппозицию Невзоров. Конечно. И, ну, с другой стороны, Не, он откровенно говорил, я работаю за деньги, короче. Да, и он Вот хотите из меня сделать и колорадскую ленточку, это же он придумал Да. все. А потом ее же и раскритиковал, короче. То есть, ну, уникальный человек, конечно, это понятно. Так. Донатим деньги. 1000 евро собираю, короче. Вы мне так и не накидали, короче. Не, ну, кидают, но я говорю, 1000 евро давайте соберем, короче. Порадуйте меня. Ну, меня, видишь, все эти, большая часть из России, вот сейчас 138 человек смотрит, короче. Из них, наверное, половина это эти, блядь, менты. С советского РУВД, короче. Советская РУВД, это... Ну, в Улан-Удэ там есть советская, Октябрьская, есть. железнодорожная. Железнодорожная, они Ну, там с жуликами, жуликами занимаются и так далее. А советская РУВД, они там эти пепсы сидят. Полиция этой, как он, не пепсы, а как? ППС. Нет, не ППС, этот... мобовцы, не мобовцы, нет, подожди, этот, забыл их как. Милиция общественной безопасности, мобовцы. Ну. 148, короче. Так, ну, пишите комментарии, напишите, кто откуда. Напишите в комментариях, кто откуда смотрит. Ну, вот видишь, периодически YouTube так подбрасывает, короче, понял? То мало, то много там. Ну, YouTube, видишь, там же еще в России работает плохо, я так слышу. Не, вот на майские праздники на эти вдруг фильтры упали, короче, говорят, нормально. Да ты что? Ну. А наоборот же говорили, что все остановили. Не, там же, видишь, ДПИ, это Deep... или Дипли, как-то называется. Ну, короче, там есть определенные алгоритмы анализа, внутреннего анализа трафика, короче. То есть, если раньше можно было просто VPN-ку включить, короче, да, и, ну, допустим, фиктивно сделать, что ты как будто с другой стороны сидишь, короче, ну, как бы там. То сейчас даже VPN многие не работают, сами по себе их отключают, во-первых, там блокируют, а во-вторых, даже если ты подключился куда-то, допустим, с YouTube этот фиксирует, предоставляет, кто тебе трафик предоставляет, короче, и блокирует, ограничивает скорость, короче. Поэтому проблема с прямыми эфирами, а так многие включают, значит, VPN, короче, ставят видео на загрузку и потом фактически смотрят. Ну, как в начале, в середине 10-х годов было, когда мобильный интернет слабенький был, и для многих не зарабатывающих людей это было сложно, короче, хороший интернет приобрести, короче, ну, такой вот этот, изернетовский или там по выделенному каналу.
И люди как ставили, как YouTube смотрели? Ставили на загрузку, короче, он там буферизировался, какая-то часть, короче. И потом ставили для того, чтобы, ну, смотреть ролик нормально, без этих, короче, без всяких там прерываний там и так далее на загрузку. Ну, а сейчас интернет очень быстрый. Вот у меня 5G, например, здесь в Варшаве практически. В каждой точке это вообще проблем нет никаких. А сейчас скоро 10G будет. Это же вообще... Да, а Илон Маск вообще сейчас такую тему двигает, что в Чили они там будут тестировать, короче, что ты просто с мобильного телефона можешь к их спутникам подсоединиться. Они поставят дополнительные вышки, которые будут как бы раздавать вот этот мобильный интернет, не мобильный, спутниковый интернет. Дорого, не? Не знаю, но я думаю, что там пока в тестовом режиме будет работать. Но я с таким сталкивался в Ангарске, короче. В Ангарск заезжаешь в городе, и везде Wi-Fi есть, прикинь. Да ты что? Да, бесплатно Wi-Fi был, короче, и я такой думаю, что за тема, короче, а там просто тестировали такую тему от Ростелекома, что они просто ставят какие-то точки Wi-Fi-евские доступа, короче, и вот проверяют, как он работает. То есть это не такая точка, вот как у тебя тут дома стоит, короче, а помощнее источник. Ну, да, ты можешь просто вот в Ангарске такое время было. Я удивился еще, почему-то в других регионах такое не тестируется. Ну. Так что сейчас технологии, это же они вообще, ты что, мы через 10-15 лет вообще совершенно не узнаем технологий никаких, которые сейчас есть. Так, смотрим, что-то комментариев мало, дорогие друзья. 141 человек нас смотрит, сейчас посмотрим. Так, у меня фильтрация чата. Так, что тут? Пишет, мужчина Сергей, ты не мужчина, Скоробиш, потому что дед был полицаем, издевался. Что там? Так. У меня тут комментариев-то много, короче. Тут Валентина. Зуртан самый знаменитый бурятский националист. Еще в нулевые читал про него в газетах. Что куришь? Советский РОВД. ОРЧ-1, короче, пишет Елизавета. Так, скажи... Я, друзья, вот с Владивостока Иванушка, дурачок, ты представляешь, твой земляк. Чё? Напиши, что там, как во Владивостоке, он, Серега спрашивает. Иванушка, дурачок, напиши. Ты же в курсе, что Серега с Владивостока у меня? Тут 6-й отдел пишет. 6-й отдел. 6-й отдел чем занимается? Это... ментов или Ментов. Вроде как это с организованной преступностью, что-то типа такого, не? Не знаю. Так. Джидинский район. Как в Джидинском районе? Так, все хорошо в Владивостоке. Что хотел узнать про Владивосток? Ну-ка, шепни. Узнаем, он с Владивостока да или не нет. можем связаться, нас прикрыли, видишь, менты, и мы не можем связаться с Владивостоком. Чего не можешь связаться? Ну, я же тебе говорил, не могу я на связь выйти с Владивостоком. Прикрыли, потому что всем там, всех. Ну видишь, короче, Серега говорит, что всех его все его контакты там прикрыли, короче. Да. Серега тоже еще тот террорюга. Так, Иванушка Дурачок пишет, Сереге привет, короче. А ты знаешь Серегу Власенко, не? Иванушка Дурачок, да, напиши. Он молодой, ну. А с какого он района, спроси. Иванушка Дурачок, напиши, с какого района. Так, Тетяна пишет, друзья, почему вы пенсионеров, маразматиков в Госдуме не меняете на бурят? Госдума Валентина Матвиенко организовала массовое убийство. Господи, что пишут, короче. Ну как, бурятам надо за независимость бороться? Что там, какая? Да, какая Матвиенко? Какая Матвиенко, вы про что? Валя 2 стакана или как ее там? Валя стакан. Валя стакан. Почему-то я все время помню, что ее 2 стакана называли. Не помню, я помню, что Валя стакан. Валя стакан. Но стакан граненый 200 я как-то разок. 250 грамм. Я как-то разок, блядь, ёбнул стакан. Какое-то время был трезвый, я помню. Ну, то есть имеется в виду такое более-менее сознание, а потом брас и уснул, короче. Понял, и больше желания вот такие номерки повторять, короче, особо нет. А прикинь, это женщина могла так стакан накатить, короче, еще поддерживать беседу, там туда-сюда, короче. Ну.
И сын у нее такой. Но А он слабый по сравнению с ней. она крепкая баба. Ну и, наверное, еще и напередок крепкая была, потому что если бы не была, то, наверное, бы Не это и была не бы, поднялась бы, да, не короче. была бы в Совете Федерации. Я помню, там же был какой-то накат, что через СМИ прям пошли, что ее типа Совет Федерации убирают, там с Первого канала даже и вопросы задавались, короче. А она даже глазом не повела, короче. А от кого, говорит, эта информация исходит, короче? Типа от первых лиц. Ну, то есть, видимо, там подготавливали же. Бывает такое, что там люди Ну да. туркуют, короче, и типа заявление об отставке начинают писать, что там вроде как какие-то дела там уголовные, Ну там, да, или да еще всякую что-то там и херню, так да. далее. Сейчас говорят, короче, Шойгу получил инфаркт, Не знаю, не потому слышал. что, типа, его Я допрашивали думаю, за нет. хищения А, какие-то. ну говорили, что его там прокуратура вызывала. Но это, я думаю, что это все Мгм. херня тоже. Не будет Путин Шойгу трогать. Шойгу для него столько денег наворовал. Ты что? Ну, я думаю, Шойгу он для себя воровал. В свое время, значит, Путин, когда Сердюкова ставил министром обороны, Ну, официально он ему сказал, от источников, кстати, нормальных эта информация была, что ты вот сейчас будешь, Сердюков сказал, надо же армию вроде того, что избавляться, сокращать, и Путин ему сказал, говорит, ты что хочешь, делай, сокращай, там все как положено делай, но больше 2% ты не имеешь права брать себе. угу. И Сердюков, говорят, честно поступал, больше 2% не брал. Ну, я помню, короче, когда Сердюков армию реформировал, короче, тут же вот этот... Он основную долю тут же относил как раз Путину. Тут же пропала такая хрень, когда наши маршрутчики затаривались солярой. То есть там у нас несколько частей есть, короче, и там всегда офицеры продавали соляру, короче. Угу. Ну, типа они там на танках пожгли, короче, Ну там да. где-то на полигонах, там туда-сюда, Ну да. короче. И вдруг внезапно все пропало, короче. То есть там реальная реформа пошла, и они действительно вот туда завели вот эти местные вот эти вот все торговые сети, они тоже за счет этого озолотились. Раньше ж как был, там у них склады были, и туда все шло в эти склады сначала, короче, и потом с этих складов уже распределялось, короче. Да. А я потом спрашиваю, а как, говорю, что Сердюков сделал? А Сердюков с колес теперь кормят армию, короче. То есть каждый день приезжает Заправка. с торговой сетей Да. машинка, короче, выгружает необходимое количество по Топливо. нормативу нет питания, короче, на Ну сутки. да. И все это, ну вот часть, она как бы, вот он Живет, готовит с да. этого, короче. То есть ни больше, ни меньше ничего не хранится нигде. Никаких запасов, ни хрена нет, короче. То есть все, что у тебя есть, ты все должен сегодня распилить, А сделать завтра, супы да. там и так далее, короче. То есть и завтра, и вот они каждый день вот это привозят, короче, вот эти всякие картоху там и все Ну, прочее, ясно. пятое, десятое. Снабжение. То есть нету такого, что там где-то у них какие-то склады собственные и Копили, все да. прочее. И вот эти вот у нас, оказывается, в Бурятии, там где-то в центре города чуть ли не какие-то подземные склады там этого Гухрана или как там, ну какая-то организация есть, в которой там НЗ. Государственный запас, да. Да, неприкосновенно. Так они, говорит, вычищены были как раз при Сердюкове полностью, пустые стоят. И там вопрос задавался, почему их не используют под там всякие овощехранилища, еще там какую-то хрень и так далее. То есть они пустые, запечатанные стоят. То есть, ну, на случай, видимо, каких-то вещей, или, может быть, там Путин что-нибудь хоронят, там свое какое-нибудь барахло, там, может быть, там Ну да. стоят какие-нибудь установки, которые там майнингом занимаются, кто его знает. И в этом отношении было видно, что, во-первых, и как-то престиж, что ли, поднялся, что вот этого, знаешь, мелкого воровства нету. Ну, правда, я там у нас в Бурятии, ну, была такая хрень, там на Авито или где-то там заходишь, хочешь себе эти купить, как его, например, пайки, короче, и они там, ну, за 1000 там 7 пайков продавали, короче. 1000 рублей даешь, 7 Да. пайков тебе. То есть можно было купить всякие вещички там и так далее, вот эти вот как его, военные. То есть Ну, это Шойгу все, в армию да, это все сокращал, обеспечивалось. продавалось, да, И всё. я помню, мой один знакомый, он куда-то под Казахстан ездил, там какая-то огромная база хранения, они оттуда этот грузовик пригнали, короче. Но я знаю, что военные грузовики, они же специфические, они готовились так, что там 7 часов провоевать и сдохнуть, короче. Ну Главное, да. чтобы он какое-то количество времени. И он потом с этим грузовиком, казалось бы,
То есть это же не американский грузовик, Ну который да. неважно куда производится, он как бы будет пахать Качество, до того, как умрет, короче. А это советский грузовик военный, который был создан, чтобы хотя бы там переместиться на какое-то время, на случай Расстояние. войны, короче, и сдохнуть, короче. А вот американские грузовики, да, действительно, вот всякие Ошкаши там и так далее, их можно эксплуатировать. И у военных она эксплуатируется, И у потом они его гражданских. продают там и так далее. Ну, в общем, потом и продать его не мог, короче, этот грузовик. Ну, кому он нужен? Ну, купил Все ж- дешево, короче, да. Все же но- понимают, что это дерьмо, да. Да, и поэтому, конечно, китайский производитель в этом отношении гораздо лучше. Так, смотрим. С кем Бурятия будет, если не знаю, что монголы какие. Короче, пока мы власть в Монголии не поменяем, пока коммунистов там не запретят, В Монголии в Монголия нам не союзник, короче, раз. Мы должны добиваться того, чтобы в Монголии образовалось монгольское национальное государство по типу Израиля с ультрамонгольской национальной идентичностью, короче. Но, видишь, они боятся, что если там у них пойдут такие тенденции, то Китай их просто аннексирует и все. И никто ничего не скажет. а Понимаешь? почему Китай должен их аннексировать? Потому что Потому что большая часть коммунист, монголов коммунист, живет да. в Китае, понимаешь? И поэтому они вынуждены, вот монголы, лавировать, короче, там вот этой в детской демократии сидеть, так называемой, там понял, что как будто бы там с коррупцией борется, все прочее. Но это пока роста экономического нету абсолютно. А экономического роста не будет, потому что и Россия, и Китай блокируют промышленное Всё. развитие. Они не хотят, чтобы Монголия стала 30 миллионов, понял? А 30 миллионов они могут только тогда стать, когда они перейдут от этого сельского хозяйства, короче, к промышленному Промышленности. производству. А ресурсы в этой Монголии вот так. Конечно. Вот. Вагон и Все маленькая тележка. Причем любых ресурсов, включая И в том числе сельскохозяйственные. воды, короче, которой у них Да. там не хватает. На самом деле у них очень много, там 200 метров под землей, вся Монголия в воде фактически находится. И в этом отношении, конечно, два тренда есть. Мы обсуждаем регулярно на наших собраниях, на Центральном комитете партии Бурятского возрождения. Регулярно обсуждаем. У нас есть прокитайское крыло, есть проамериканское. Проамериканское крыло говорит, что будут базы американские на Байкале по всей этнической Бурятии, военные. В каждой базе 300-500 человек присутствует. То есть мы подготавливаем почву под это. Я умеренную позицию занимаю. Я считаю, что и американские базы должны быть, и китайские базы. Потому что наш ближайший экономический партнер это будет Китай, Япония. И вообще я придерживаюсь идеи Азия для азиат. Вот так. То есть внутри Азии должны управлять азиаты, а внутри Бурятии должны буряты. И бурятам должна принадлежать власть Бурятии. То есть многие не понимают, многие думают, что поставим бурятошек во власть, короче. Они там будут сидеть, рот открывать, так у нас сейчас же такая же ситуация. А бурятам-то от этой власти-то вообще ничего нету. Понимаешь? Это коллаборанты фактически. Они работают на укрепление русского режима. Да. И когда меня спрашивают, а что ты так говоришь? А я говорю, потому что вот этих нету точек, 3 точек нет. Бурятии для бурят нету. Ни экономическая, никакие ни политические, ни экономические, ни культурные, ни языковые, ничто идет в пользу бурят. Бурятии. Ничего не идет в пользу бурят. Буряты никогда, практически за исключением короткого времени, собой не управляли. Ни на уровне местного самоуправления, ни на уровне государства. И Бурятия должна быть, это Енисея до Амура. Только так, а не иначе. Так. Вот это Руснявая пишет. Дурочка, она не понимает. Валентина Старинстина. Зайди, говорит, в любой руководящий орган в Бурятии, везде одни буряты. Я говорю, конечно, мы же образованные, это раз, в отличие от той лузерной русни, которую ссылали в Сибирь. Угу. Я всегда так говорю, что все, которые там в Бурятии у нас выебываются, они бы давно уже могли бы уехать куда-то и сделать карьеру там в Новосибирске, в Петербурге, в Москве, в Смоленске, понимаешь?
Но они почему-то туда не едут, потому что от них, от их предков в свое время вот эти регионы избавились. Их сбулькнули в Бурятию, к нам вот так на парашютике спустили, сказали, ну, вы будете там профессиональными рабочими и так далее, короче. А там-то они отребья, понимаешь? Какой нормальный русский с хорошим образованием, даже в советское время, поехал бы в Бурятию на какой-нибудь заводик работать. Это ссылка была. Это троечники. Это действительно дураки были. Понимаешь? Ну, вот эти лузеры, там всякие вот эти, которых там всякие старобрядцы, там все это же лузеры. То есть русские их воспринимали однозначно лузерами, несчастными людишками, каторжанами, быдлом. И, конечно, в этих условиях им сложно подняться, им сложно во власть попасть. Просто выучиться даже сложно, тяжело. Поколение дебилов, умственно отсталых людей. Поколение просто. Вы не можете получить даже БГПИ педагогически закончить для того, чтобы попасть в чиновники. Вот в чем вся причина. Но путинская власть, она же хитрая, она не действует как царизм, когда там ограничения были, что ты инородец, ты не можешь стать чиновником. Короче. Вот и все. Сейчас просто выгоднее русской власти в Москве нанимать бурята-чиновника. А если бы, ну, будут другие какие-то условия, то, конечно, вот тебя Валентину Старостину поставят. А ты сможешь управлять? А грамотежки-то хватит тебе, не? Мозгов-то тебе хватит управлять что-нибудь там. Правильно, без ошибок писать какие-нибудь документы, заполнять. Компьютерной грамотностью обладаешь, знаешь, что такое Word, что такое Excel таблица. Вот тебе вопрос Валентина Старостина. Так. И то же самое было вот с Центральной Азией. Тоже туда всех дураков ссылали, отчепенцев. Но с каким желанием каждый Ванька приезжал в Центральную Азию, в ту же Бурятию там, и так далее. Награбить, уехать обратно в Москву и стать там человеком, короче, на эти денежки. И это так было и при царизме, и в советское время было, и сейчас тут точно так же есть. Поэтому у бурят власти никакой нет. Да, они там... Ну, то есть, вот понимаете, восприятие власти у русни и у бурят. Мы хотим править, буряты. Управлять и править. А у русни это вот когда приходит он в собес какой-нибудь, в какую-нибудь администрацию, если там видит бурята, она считает, что вот этот бурят при власти уже. То есть понимаете, насколько рабское у русни мышление, короче. И почему мы победим в Бурятии? Потому что, вот видите, они не понимают, что, из чего исходит власть. Она, вот Валентина Старостина, как и большая часть вот этой тупой русни, которая в Бурятии живет, они думают, раз чиновник сидит бурятский, то он и власть есть. Значит, он к власти каким-то образом относится. Понимаете, рабство какое. Раболепие в башках. И поэтому мы выиграем. Мы выиграем войну за независимость, мы победим. И Бурятия будет от Енисея до Амура. Так. Ну, что-то там полы мыла Валентина Старостина. Или ты это, как ее, вот эта бабка-то дурная. Помните, бабка там приходила к этому, с Добоинихой она там работала, как его, это, торгашка-то, господи. Что-то там она какое-то здание потом с Добоина они там распилили, потом поругались, короче. Что-то мне за нее рассказывали, что она там, ну, такая оборотистая была торгашка-то. Помните это? Как ее? Бабуля-то приходила, все там нас обучала, такая, короче, пыталась там что-то на уши нам повесить. Это она? Так. Не, в Бурятию я не приеду. Мы туда пошлем карлицу мерзкую. Мы пошлем вот эту Морландюху страшную. Мы пошлем квадратномордую. Мы пошлем туда Вику Молодаеву. Вот этих всех инфо-цыган, короче, всяких деколонизаторов. Там, ну, полно хватит там. Вот этих тонкошеях, этих... Как его, как они называются, тонкоши, это эти анархисты всякие, там, коммунисты и так далее. Пускай они там первое время, лет 10, короче, там пытаются что-нибудь сделать,
А мы будем здесь выстраивать нормальные связи с европейскими государствами, с американскими государствами. Нам надо здесь бизнес строить, в конце концов, правозащитные организации и так далее. А потом уже на натовских, на шосовских, значит, парашютиках мы туда с Абрамсами спустимся и скажем, мы сейчас приехали наводить порядок, короче. То, что вот эти дурачки, коммуняки там, эти анархисты, пацифисты, значит, как их там, хорошие русские там бурятисты, эти дрессированные народцы все натворили, мы сейчас будем нормальную власть ставить. Только в таких условиях. Нет. Первое время пустим туда вот это все дурачье. Значит, экологов туда вот этих пустим, там они там в бегалах пускай гоняют, там Байкал копают, короче, чтобы он там не высох. Ну, в общем, всех дураков надо туда послать сначала. Так. Ладно, 123 человека смотрят. Слишком долго, 1,5 часа. Стараюсь говорить, не напрягаясь, не напрягая вас. Тут мне надо еще парочку кое-каких вещей выполнить. Так что, дорогие друзья, встретимся с вами в пятницу. В пятницу я сделаю анонс прямого эфира, поставлю. Даже сегодня, наверное, буду анонс прямого эфира делать. В общем, в пятницу на волнах ИМИ радио, в том числе, встретимся с вами. А сегодня прощаемся, дорогие друзья. Ну, может быть, в пятницу даже устроим вопрос-ответ, так что готовьтесь. Примерно же в это время выйду. Так что, дорогие друзья, до новых встреч. В описании к видео будет написано, как вы можете задонатить мне 1000 евро. Лайк, репост приветствуется. Всем пока и до новых встреч. Так, окей.